Здравствуйте, меня зовут Туприна София. Представляю вам доклад на тему воспитания осиротевшего олененка в условиях суровой тундры. Целью нашей работы стало воспитание здоровым осиротевшего олененка в условиях суровой тундры. Гипотезой нашей работы является своевременный и правильный уход и воспитание за осиротевшим олененком поможет сохранить поголовье оленей в стаде. Методом исследования было наблюдение за осиротевшим олененком. Олень для севера самое нужное домашнее животное. Это источник качественного мяса, теплой одежды, обуви, сырья для местной промышленности. Благодаря оленю север заселен, освоен и развивается. Олень является основным видом транспорта. Оленей стад для переезда с места на место, перевозки нужных грузов и под седлом, и в любое время года и суток. В последние годы в развитии оленеводства встречаются некоторые трудности, связанные с изменением природно-климатических условий, потеплением, в результате чего часто болеют и погибают олени. Это приводит к уменьшению сохранности поголовья оленей, в частности олененка. Своевременный уход за осиротевшим олененком поможет сохранить поголовье оленей в стаде. В последние годы изменилась природа Арктики. Часто наступают знойные дождливые дни, долго стоят сильные жаркие дни, обилие насекомых, комары. Это все влияет на здоровье оленей, повышается болезнь и смертность оленей, и в результате остаются осиротевшие олененки. Уход и забота за осиротевшими олененками – работа трудоемкая, требующая терпения и силы. В основном берем на воспитание самца. В будущем он становится рабочим оленем для оленеводов. С маленьких лет кочуют с родителями в тундре. Наша стадо номер 4 является семейной стадой. Каждое лето мы ухаживаем за осиротевшими олененками. Мы все лето заботились о них. Мы воспитали за лето 3 олененка, которые заболели микробактериозом. Все лето заботились о них. Во-первых, учили привязывать их к веревке. Во-вторых, кормили от руки, давали травку, ягель и воду. Чтобы олененок быстро стал тихим, спокойным, давали попробовать хлеб домашний. В-третьих, привязи лечили. Лечили каждый день до полного выздоровления. Чтобы защитить от насекомых, в частности от комаров, мы заносили олененка домой. Когда переселяемся в другое место их переносим в привязи. Олененки, которые мы воспитали и ухаживали, не отходят далеко от людей. Со стада оленей уходят кушать, потом все равно возвращаются обратно. Сейчас они живы, здоровы. Со следующего года мы можем ездить на них на упряжках и наверху. Дом своего хозяина не знает, приходит покушать хлеб. Мне сейчас 11 лет, и я знаю, как воспитать осиротевшего олененка. Я очень люблю кочевой образ жизни и северную тундру. Мне нравится ухаживать и заботиться об олененке. В результате исследования мы можем сказать, что наша гипотеза, поставленная в начале работы, подтверждается. То есть своевременный и правильный уход и воспитание за осиротевшим олененком поможет сохранить поголовье оленей в стаде. Спасибо за внимание.